Здравствуйте! В эфире передачи «Будем вместе». С 10 по 14 сентября в Якутске прошел 19-й республиканский турнир по боксу на Кубок Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». 19-й республиканский турнир по боксу прошел во Дворце спорта 50 лет Победы и собрал 83 юных спортсмена. Это воспитанники училища Олимпийского резерва, Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы, ДЮСШ номер 1 Якутской кадетской школы, а также команды из 12 районов – Алданского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Хангаласского, Татинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Сунтарского и Копяйского. Турнир проходил среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения в 12 весовых категориях и собрал сильнейших юных боксеров. Сегодня дети уже совсем другое мастерство показывают. Сегодня наши дети уже в российском уровне боксируют, в международном уровне боксируют. Даже у нас это гордость Василий Егоров, участник Олимпийских игр. Вот. Сегодня данный проект, я думаю, получился. Но не надо останавливаться на одном месте. Сегодня мы должны поднять задачу выше, планку выше, подготовить олимпийских чемпионов. Сейчас. У нас есть призеры, победители России, но сейчас надо подготовить уже победителей Европы, победителей мира и олимпийских чемпионов. Вот наша задача сегодня. Турнир проводится в 19-й раз и является одним из самых массовых и престижных соревнований по боксу в республике. Его организаторы – Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа, Министерство по физической культуре и спорту и Федерация бокса. Генеральный спонсор турнира – Афанасий Павлович Алексеев, директор сети автоцентров «Японец». Постоянными спонсорами и партнерами соревнований являются автоцентр «Автогруппа», служба доставки воды для них и кафе «Хрустик». В этом году турнир поддержала Екатерина Гусева, директор ООО «НТ-сервис Гай» из Санкт-Петербурга, предоставившая денежные премии победителям и призерам турнира. Благодаря высокой организации соревнований юные спортсмены показали достойные результаты. Бой был, сложный, можно сказать. И ближайшие планы у меня попасть в Дети Азии на сборную. Турнир проходил в течение 4 дней. Спортсмены продемонстрировали яркие бои, точные удары и огромное желание победить. Турнир является одним из этапов подготовки к 7-м спортивным играм Детей Азии в Монголии в 2020 году. Здесь у нас участвуют победители Дальневосточного федерального округа, победители всероссийских турниров, участники первенства России. То есть это не один человек. Бои получились интересными, зрелищными получились. И, конечно же, мы немножко перенесли сроки. Да, это, мне кажется, немного повлияло на турнир. Не все ребята еще в своей оптимальной форме, потому что мы только-только начинаем сезон. Видно, что кому-то еще, так скажем, не хватает боевой практики, специальной работы, то есть в основном летом все проводят общефизическую подготовку, и поэтому, конечно, сейчас видно, что, чувство дистанции у них еще, так они скажем, не до конца в форме своей, не в лучших своих кондициях, но, тем не менее, довольно интересные бои у нас, и начиная с полуфинала, здесь очень такие упорные бои проходили. Мне самому лично турнир понравился, бои очень зрелищные, красивые. На пьедесталы победителей и призеров турнира поднялись воспитанники училища Олимпийского резерва РСДЮСШ, ДЮСШ-1, Якутской кадетской школы, Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Горного, Копяйского и Намского районов. У меня бой прошел очень тяжело, сильный был соперник, я даже не думал, что выиграю. В конце 3-го раунда у меня заболела рука, и я 3-й раунд вроде бы проиграл. Дальше я хочу стать мастером спорта России и закончить карьеру.
Некоторые участники турнира выступали в прошлом году и благодаря усиленной подготовке, мастерству и своим тренерам в этот раз смогли завоевать желанные чемпионские титулы. Сегодня бой прошел, не прям трудно, были потруднее. Но я был готов к этому бою. Я готовился, я даже почти не устал в этом бою. Да, много ошибок, конечно, допустил. Был хороший бой. Хочу сказать большое спасибо всем за этот турнир, за то, что дали опыт. В будущем я думаю стать профессиональным боксером или просто чемпионом мира. Максим Артамонов, а также Алика Михайлова из Чурапчи стали победителями в номинации «За волю к победе». Лучшим боксером турнира признали Аяла Скрябина из Мегино-Кангаласского района. Кроме того, на турнире определили победителей в номинациях «Перспективный боец», «За красивый бой» и «За лучшую технику». В этом турнире участвовал заслуженный мастер спорта Василий Егоров, который сегодня выступает на чемпионате мира. Этим ребятам он открыл дорогу на Олимпийские игры и на чемпионат мира. Так что я надеюсь, что через 10 лет эти ребят тоже выступят на Олимпийских играх и на чемпионатах мира по боксу. 19-й республиканский турнир по боксу «Кубок Международного детского фонда «Дети Саха Азия» является одним из главных и ответственных соревнований. Стартовой площадкой для юных спортсменов. Организаторы и тренеры возлагают большие надежды на победителей и призеров турнира и, что немаловажно, приобщают детей к спорту и здоровому образу жизни. У многих приемных семей, в том числе и у наших героев, возникают много вопросов. Часто они связаны с оказанием поддержки приемным семьям, а еще чаще, к сожалению, с ее недостаточностью. И ни для кого не секрет, что решать эти проблемы нужно на законодательном уровне. – 14 июня в Международном детском фонде «Дети Саха Азия» прошло рабочее совещание инициативной группы по рассмотрению вопросов, связанных с поддержкой приемных семей, но требующих решения на законодательном уровне. В состав группы вошли приемные родители и представители общественности. Встреча с приемными родителями и специалистами, которые работают в этой сфере, у нас прошла по вопросам, которые поднимали приемные родители на наших слетах приемных семей. Это такие сложные вопросы, которые не предусмотрены в нашем законодательстве. Это как проезд детей с родителями в первый раз при устройстве их в семью. У нас республика очень большая, и когда родители забирают детей в семью, приемную семью, то проезд он может достигать 100 тысяч и больше, когда, допустим, из Якутска детского дома семья едет на север куда-то. Также такие вопросы, как сложные, как сопровождение детей на санаторно-курортное лечение, содержание жилья и автотранспорта приемных семей. Затраты при этом у приемных семей очень большие бывают, когда много приемных детей, это и расход коммунальных услуг он возрастает значительно. Сложным вопросом, не закрытым в нашем законодательстве, является то, что приемные дети сопровождаются родителями только до 18 лет. И необходимо увеличение возраста сопровождения приемных детей до 23 лет, пока они учатся в учебных заведениях на дневном обучении. Но мы планируем, что этот закон о приемных семьях, приемных родителях, он будет воспринят хорошо, потому что приемные родители решают очень большую социальную такую задачу, как воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Здравствуйте, меня зовут Вова, мне 8 лет, я хорошо учусь. Мой любимый предмет – математика, русский. И я хорошо учусь.
И я люблю рисовать. Вова, Что? лето как провел? Хорошо. Где ты был летом? Летом в парке. В парке? Ты Да. катался на колесе обозрения? Нет. Нет еще? А на море ездил? Да, купались. Ну как тебе море? Хорошо. А ты умеешь плавать? Да. Вова, а ты видел дельфина? Когда в Сочи были, да, видел. Вова, а что ты сейчас рисуешь? Не знаю, что получится. У тебя там солнышко, я вижу, да? Ну-ка, рисуй-ка, давай посмотрим. Дачу нарисую. Вот. Дачу? Давай, рисуй дачу. Вова рисует яркие картинки. На них всегда есть большой дом, деревья и солнце. Такой же добрый и светлый и сам мальчик. Любознательный, хочет открывать все новое. Особенно любит решать логические задачки и головоломки. Вова хорошо поет и с удовольствием участвует в различных мероприятиях и концертах. Благодаря мягкому характеру и общительности у него много друзей. Он может с интересом заниматься поделками, собирать пазлы. А в этом деле усидчивость и терпение – немаловажные качества. И в то же время Вова очень шустрый и подвижный ребенок. Как и все мальчишки, он любит футбол и охотно играет со сверстниками. Вова всегда выполняет просьбы воспитателей и предлагает свою помощь. Мальчик нуждается в заботе, семейном счастье и ждет маму и папу. На сегодняшний день в республике 594 ребенка нуждаются в семейном устройстве. Благодаря выходу нашей передачи, а также рубрики «Пусть мама придет» в утреннем эфире «Нового дня». С 2013 года из 346 детей семьи обрели 153 ребенка. И мы надеемся, что наша передача поможет Вове, так же, как и другим ребятам, найти семью. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.